მეგახლავართ ბეჟან ხორავა სოხუმიდან, სოხუმის უნივერსიტეტის თანამშრომელი გახლავართ. ცხოვრობდი სოხუმში. Я Бежан Хорава из Сухуми. Я сотрудник Сухумского государственного университета. Я жил в Сухуми до конца войны 1992-1993 годов, а затем я стал вынужден покинуть мой родной край. Что касается Грузии, то Грузия для меня – моя родина, а Абхазия – одна часть моей родины, где я вырос и где я сформировался как человек. Я жил в Абхазии, и определенную часть своей сознательной жизни я провел в Абхазии, а в настоящее время я беженец из Абхазии. Охарактеризовать Абхазию – это для меня очень сложно. Абхазия для меня все, и моя родина, и моя мечта, и моя любовь. Лучшие годы моего детства и молодости я провел там, в Абхазии. Абхазия – это мой родной край, родной уголок. აფხაზეთი ეს არის საქართველოს ერთ-ერთი ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარე და ეს ასეც არის, მაგრამ გარდა ამისა, აფხაზეთი უფრო დიდი შინაარსის მომცველია. აფხაზეთი არის ქართული სახელმწიფოებრიობისა და ქართული კულტურის აკვანი. საქართველოს გაერთიანება, ერთიანი საქართველოს სამეფოს ჩამოყალიბება აფხაზეთიდან დაიწყო. Часто говорят, что Абхазия является одним из историко-этнографических краев Грузии. Это так и есть, но кроме этого, Абхазия охватывает более большее содержание, включает в себя более большой смысл. Абхазия – это колыбель грузинской государственности и грузинской культуры. Объединение Грузии, образование единого грузинского царства началось с Абхазии. Я сказал, что Абхазия – это колыбель грузинской культуры. Вот древнейшие корни грузинского христианства есть в Абхазии, и, исходя из этого, памятники грузинского зодчества, которые связаны с христианской культурой, находятся именно в Абхазии. Прежде всего, это Пицунский храм, который был епископским центром, начиная с IV века, а затем был центром католикосата Западной Грузии, был центром католикосата Абхазии. Пицунский храм был центром католикосата, начиная с IX века, до того времени, пока Российская империя не упразднила католикосский престол Абхазии. Католикосский престол Абхазии – это то же самое, что католикосский престол Западной Грузии. Вместе с Пицунским храмом мне в первую очередь вспоминается Бедийский храм. Бедийский храм был построен первым царем Объединенной Грузии, Багратом III. Интересны несколько эпизодов из биографии царя Баграта. Сам Баграт был из Тау-Кларджети, он был представителем царства Картвелов, он был представителем царской династии Багратионов. Мать Баграта была царица Гурандухт, представительница царской династии Абхазии, дочь царя Георгия II, одного из великих царей царства абхазов. По отцовской линии Баграт III был внуком царя Картвелов, Баграта II и сыном Гургена Багратиона, который позднее имел этот титул царя Картвелов. В его личности и его усилиями объединились царство абхазов и царство Картвелов. Таким образом, в начале XI века образовалась единая грузинская монархия. Следует отметить то обстоятельство, что Баграт III похоронен в Бедийском храме, который был построен самим же Багратом. Бедийский храм был построен в 999 году Багратом III, и совсем не случайно, что Баграт III был похоронен именно там. Правда, что тогда Бедийский храм не находился на территории Абхазии, он был на территории Адижского реставства,
но сегодня Бедийский храм находится на территории Абхазии. იქ კი არ დაიგრძალა ბაგრატ მესამე, არამედ დაიგრძალა ბედიის ტაძარში, რომელიც ქართლის ცხოვრების მიხედვით ბედია იყო ეგრისელთა ეპონიმის, ეგროსის ქალაქის ტერიტორიაზე აშენებული სიწმინდე. Согласно грузинскому историческому источнику, Картлис Цховриба, Бедия была святыней, построенной на территории города Эгроса, а Эгрос – это эпоним эгрисцев. Кроме Бедийского храма, во времена Баграта III были построены Никарсминский храм, Хцисский храм, а также прекрасный храм Пресвятой Богородицы в городе Кутаиси, который сегодня мы упоминаем под названием храма Баграта. Получается, что Бедийский храм чем-то отличался среди этих храмов, и именно там был похоронен Баграт III. Кроме этого, мне вспоминается прекрасный Маквский храм, прекрасный Дранский храм, прекрасный Лыхнинский храм, а также маленький, но такой же прекрасный Гагарский храм. Я также вспоминаю Бзипский храм, который до сегодняшнего дня не сохранился целиком, но сохранились его руины. Я также вспоминаю Муссорский храм и очень многие другие храмы в Абхазии. ტაძარი, ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელსაც დღეს ბაგრატის ტაძრის სახელით მოვიხსენიებთ. ესე იგი, ამ ტაძრებში რაღაცით გამორჩეული იყო ეს ბედიის ტაძარი და სწორედ აქ დაიკრძალა ბაგრატ მესამე. გარდა ამისა, მახსენდება და არ შეიძლება არ გამახსენდეს მშვენიერი მოქვის ტაძარი, მშვენიერი დრანდის ტაძარი, მშვენიერი ლიხნის ტაძარი. პატარა, მაგრამ შვენიერი ასევე გაგრის ტაძარი და ძალიან ბევრი ბზიფის ტაძარი, რომელიც დღეს ესე მთლიანობაში შენარჩუნებული არ არის, მისი ნანგრევები არის შემორჩენილი, მიუსერის ტაძარი და ბევრი სხვა. ეს გახლავთ ბედიის თასი, რომელიც უმაღლესი ხარისხის ოქროსაგან არის დამზადებული. ფურცლოვანი ოქროსაგან, ერთი მთლიანი ოქროსაგან არის ეს გამოჭედილი და ამ თასის ზედაპირს გაუყვება წარწერა ზემოთ, ორნამენტირებული წარწერა, სადაც მოხსენიებულია ბაგრატ მეფე და დედამისი გურანდუხტი. Это бедийская чаша, которая изготовлена из золота высочайшего качества, изготовлена из листового золота. Чаша изготовлена из одного цельного золота. В верхней части бедийского потира, на поверхности этой чаши, размещена орнаментированная грузинская надпись, где упоминаются царь Баграт и его мать Гурандухт. Эта чаша была изготовлена в 999 году, когда произошло освящение Бедийского храма. На Бедийской чаше представлены рельефные изображения Иисуса Христа и 12 апостолов. Это величайшая святыня, которая сохранилась от Бедийского храма. Особенно важно то обстоятельство, что в этой грузинской надписи Бедийского потира упоминаются Баграт III и его мать, царица Гурандухт. Бедийский потир – прекрасный образец грузинского златокузнечества и чеканки X века. Это сосуд круглой формы, изготовленный из червоного золота, высотой 12,5 см и диаметром 14 см. Поверхность чаши разделена на 12 частей в виде арок, под каждой из них изображены святые, посреди которых с одной стороны виден сидящий на престоле Христос, а с другой Богоматерь с младенцем. Все вычеканенные изображения святых и Спасителя сопровождены пояснительными надписями на грузинском языке. В верхней части чаши высечена однострочная древнегрузинская надпись на Асамтаврули, которая повествует о том,
что первый царь Объединенной Грузии Баграт III и его мать царица Гурандухт жертвуют чашу построенному ими Жебедийскому храму. Здесь, в грузинской надписи Бедийской чаши, Баграт упоминается с титулом царя абхазов. Тогда Баграт и на самом деле был царем абхазов. Он был царь абхазов до того, пока не присоединил к себе царство картвелов. Баграт был царь абхазов до 1008 года, то есть до смерти своего отца Гургена, который носил титул царя картвелов. После 1008 года Баграт получает титул царя картвелов, и он уже царь абхазов и картвелов. ამ წარწერაში მოხსენიებული არის ბაგრატ მესამე და დედამისი გურანდუხტ დედოფალი. ბაგრატი მოხსენიებულია აქ ზედწოდებით აფხაზთა მეფე და მაშინ მართლაც აფხაზთა მეფე იყო, სანამ ის ქართულთა სამეფოს არ შეიერთებდა მამამისის გურგენ მეფის გარდაცვალებამდე 1008 წლამდე. და 1008 წლის შემდეგ უკვე ბაგრატი ღებულობს ქართულთა მეფის ტიტულს და ის არის მეფე აფხაზთა და ქართველთა. აფხაზეთი ხარის სახელწოდებაა და ეს სახელწოდება მომდინარეობს აფხაზების განსახლების ტერიტორია, აფხაზთა სამკვიდრო ტერიტორია. მაგრამ საქმე იმაში გახლავთ, რომ იმ აფხაზეთის სახელწოდებაში და ძველ სახელწოდებაში, როგორიც არის აფხაზეთი, არ იგულისხმებიან დღევანდელი აფხაზეთის მკვიდრნი აფხაზები, რომელთა თვით სახელწოდება არის სხვათა შორის აფსუა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ აფხაზეთი იყო ქართული ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარე, ქართული ეთნოსით დასახლებული, ქართველი აფხაზებით დასახლებული. ისეთივე როგორც ჰერეთი იყო ქართული მხარის სვანეთი, სამეგრელო, გურია და სხვა. ასეთი მხარე იყო.
Абхазия – это название края. Это название происходит от территории расселения абхазов, от территории обиталища абхазов. Однако, дело в том, что в названии той Абхазии и в старом названии Абхазети не подразумеваются абхазы, которые обитают в сегодняшней Абхазии и самоназвание которых, между прочим, является Апсуа. Дело в том, что Абхазия была грузинским историко-этнографическим краем, населенным грузинским этносом, населенным грузинскими абхазами. Абхазия была таким же грузинским краем, какими грузинскими краями были Ретия, Сванетия, Мигрелия, Гурия и другие. Абхазия была вот таким же краем, грузинской историко-этнографической провинцией. Следует подчеркнуть то обстоятельство, что в Западной Грузии древнейшие грузиноязычные надписи обнаружены не в Имеретии, Гурии, Аджарии или Мигрелии, а именно в Абхазии, и в частности, в Гудаутском муниципалитете Нагарим-Сикхуа. Именно там обнаружены множество калиптеров с грузинскими надписями на антефиксах. Надписи Мсикхуа датируются IX-X веками.
Для всего мирового сообщества очевидно, что Абхазия является важнейшим историческим центром грузинской культуры, о чем свидетельствуют многочисленные грузинские, армянские, византийские, западноевропейские и восточные исторические источники. По сей день вся Абхазия усеяна грузиноязычными памятниками материальной культуры, но сами носители этого языка были изгнаны из Абхазии. Сегодня в Абхазии грузиноязычное население подвергается дискриминации по национальному признаку, а грузинский язык находится под фактическим запретом. Абхазия – это название края. Это название происходит от территории расселения абхазов, от территории обиталища абхазов. Однако, дело в том, что в названии той Абхазии и в старом названии Абхазети не подразумеваются абхазы, которые обитают в сегодняшней Абхазии и самоназвание которых, между прочим, является Апсуа. Дело в том, что Абхазия была грузинским историко-этнографическим краем, населенным грузинским этносом, населенным грузинскими абхазами. Абхазия была таким же грузинским краем, какими грузинскими краями были Ретия, Сванетия, Мигрелия, Гурия и другие. Абхазия была вот таким же краем, грузинской историко-этнографической провинцией. Однако, потом произошли события, и это не какое-то особое событие, которое касается Грузии. Это событие происходит в очень многих странах мира, и в истории случались такие события. Дело в том, что в позднем Средневековье в Абхазии произошла радикальная этническая замена населения. Это связано с тем, что в XV веке распалась единая грузинская монархия. После этого на отдельных краях Грузии, у которых не было столько сил, чтобы удерживать внешних врагов, усилились внешние враги. С юга – османское и персидское государство, а с севера – горная стихия севера. А Грузия, которая в XV веке распалась на части, уже не смогла справиться с этой стихией. В Абхазии произошла инфильтрация, постепенное переселение кавказских горцев, а затем и их слияние с местным населением. Эти кавказские горцы были джики, родственная абхазам этническая группа. Джики жили в Причерноморье Грузии, в историко-этнографической провинции Джикети. Это та территория, которая отделилась от Грузии после XV века. Сам этот Джикети испытывал усиление натиска горских племен, и сами джики подверглись этническому изменению. Кроме этого, в Абхазии происходил процесс переселения апсуйцев с Северного Кавказа. Сами эти апсуйцы жили в Причерноморье в XIV-XV веках. Они стали вынуждены переселиться из Причерноморья на Северный Кавказ. А затем, в XVI-XVII веках, происходит обратный процесс, но в период проживания апсуйцев на Северном Кавказе с ними также слились северокавказские этнические группы. Если раньше апсуйцы были христианами, то они потом стали язычниками. Процесс переселения апсуйцев в Абхазию происходил в XVI, XVII и XVIII веках, и они слились с местным населением.
В результате этого произошло этническое видоизменение абхазов, то есть произошло видоизменение того этноса, который жил на территории Абхазии. Грузинские абхазы стали язычниками, изменился и их этнический вид тоже. Образовался новый абхазский этнос, который называет себя Апсуа, а грузины и другие народы механически назвали их тем же именем, которым раньше называли проживавшие там население, назвали их абхазами. აბსუების ჩამოსახლების პროცესი. თვითონ ეს აბსუები არიან შავი ზღვის პირეთში ცხოვრობდნენ მე-15 საუკუნეებში და იძულებული გახდნენ შავი ზღვის პირეთიდან ჩრდილოეთ კავკასიაში გადასახლებულიყვნენ. და შემდეგ უკვე პროცესი ხდება მე-16, მე-17 საუკუნეებში. მაგრამ ჩრდილოეთ კავკასიაში ცხოვრების პერიოდში მათაც შეერწყა ჩრდილოკავკასიური ეთნიკური ჯგუფები, თუ ადრე ქრისტიანები იყვნენ, გახდნენ წარმართები, მათი ჩამოსახლების პროცესი მიმდინარეობდა მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნეებში და ადგილობრივ მოსახლეობასთან მათი შერწყმა. ამის შედეგად აბხაზების ეთნიკური სახეცვლილება მოხდა. ესე იგი, იმ ეთნოსისა, რომელიც ცხოვრობდა აბხაზეთის ტერიტორიაზე. ქართველი აბხაზები გაწარმართდნენ და მათი ეთნიკური სახეც შეიცვალა. ჩამოყალიბდა ახალი აბხაზური ეთნოსი, რომელიც თავის თავს აბსუას უწოდებს, ხოლო ქართველებმა და სხვა ხალხებმა მათ უწოდეს მექანიკურად ის სახელი, რომელსაც იქ მცხოვრებ მოსახლეობას ადრე უწოდებდნენ აბხაზები. ერთი პერიოდი აბხაზეთს უწოდებდნენ არა მარტო საკუთრივ აბხაზეთის ტერიტორიას, არამედ რადგან აბხაზეთის შემადგენლობაში გაერთიანდა და ეს ჩვეულებრივი პროცესი იყო, მთელი დასავლეთი საქართველო და ჩამოყალიბდა აბხაზთა სამეფო მერვე საუკუნის მიწურულს, აქედან გამომდინარე მთელ დასავლეთ საქართველოს. ეს არის ნიკოპსიიდან დაწყებული ლიხის ქედამდე ეწოდა აბხაზეთი და ამ აბხაზეთის დედაქალაქი იყო ქალაქი ქუთაისი. В один период Абхазией называли не только территорию собственной Абхазии, по той причине, что в конце VIII века вся Западная Грузия объединилась в составе Абхазии и образовалось царство абхазов, образовалось Абхазское царство. Исходя из этого, вся Западная Грузия, начиная от Никопсии до Лихского хребта, была названа Абхазией. Столицей этой Абхазии был город Кутаиси. Потом, когда Грузия объединилась во времена царя Баграта III, после этого, вместе со всей Западной Грузией и вся Восточная Грузия стала называться Абхазией. Это было так при Баграте III, при Георгии I, при Баграте IV, при Георгии II и при Давиде Строителе. Во времена царя Давида Строителя тюрки-сельджуки были изгнаны из Восточной Грузии, а затем столица была перенесена в Тбилиси. Пока Давид Строитель не перенес столицу Грузии в Тбилиси, до этого времени вся Грузия называлась Абхазией. Потом постепенно это название Абхазия было заменено на название Сакартвела, Грузия, но дело в том, что наши восточные соседи по-прежнему упоминали Грузию под названием Абхазия. Я могу назвать очень известный пример этого. Вот в XII-XIII веках был такой поэт Хагани Ширвани, который посвящает царице Тамар такое стихотворение. В этом случае под Абхазией Хагани Ширвани подразумевал всю Грузию. Такое понимание Абхазии характерно не только для Хагани Ширвани и других поэтов, но и в целом ряде исторических источников. Вся Грузия упоминается под названием Абхазия. Потом уже начался процесс сужения значения этого названия, и уже под названием Абхазия
называлась только та территория, которая была населена абхазами. Это название, Абхазия, в разные периоды охватывало разные территории. Например, до середины XVII века Абхазия была на территории от Гагры до Киласури, а еще раньше Абхазия была на территории от Гагры до Гумисты. ოდიშის მთავარი იყო მე-17 საუკუნეში ლევან მეორე დადიანი, რომელმაც მე-17 საუკუნის შუა ხანებში თავისი სამთავროს, სამეგრელოს ოდიშის საზღვარზე ააგო სიმაგრეთა სისტემა, რომელიც კელასურის კედლის სახელწოდებით არის ცნობილი და ის გასდევდა მდინარე კელასურის მარცხენა სანაპიროს მდინარე კელასურის ზღვასთან შეერთების ადგილიდან მოკიდებული ჩრდილოეთამდე კავკასიონის თებამდე და შემდეგ უხვევდა აღმოსავლეთისაკენ ტყვარჩელამდე მიდიოდა ეს კელასურის კედელი, რომელიც კეტავდა გადმოსასვლელებს, საიდანაც ჩრდილო კავკასიელი მთიელების ინფილტრაცია ხდებოდა აფხაზეთში. და შემდეგ, როდესაც ლევან მეორე დადიანი გარდაიცვალა, ამის შემდეგ უკვე აფხაზებმა მიიტაცეს ოდიშის სამთავროს ჩრდილო-დასავლეთი ნაწილი, ჯერ მდინარე კოდორამდე, შემდეგ მდინარე ენგურამდე. В XVII веке владетельным князем Одиши был Леван II Дадиани, который в середине XVII века построил систему крепостей на границе своего княжества, на границе Мигрелии, Одиши. Эта система крепостей известна под названием Киласурская стена. Киласурская стена проходила по левому берегу реки Киласури. Она начиналась в место впадения реки Киласури в море и доходила до севера, до гор Кавказского хребта. Затем Киласурская стена поворачивала на восток и доходила до Ткварчели. Эта система крепостей, Киласурская стена, закрывала переходные пути, откуда происходила инфильтрация северокавказских горцев в Абхазию. Потом, когда скончался Леван II Дадиани, после этого абхазы уже захватили северо-западную часть Одишского княжества. Абхазы захватили территорию Одишского княжества сперва до реки Кадори, а затем до реки Ингури. Территория сегодняшнего Гальского района, территория от Ингури до Галицга, непосредственно к составу Абхазии, была присоединена российскими властями в XIX веке, то есть после того, как Россия захватила Грузию и присоединила ее к себе. Мы даже можем назвать конкретную дату, когда территория от Ингури до Галицга была присоединена к составу Абхазии. Это произошло в 1866 году. Итак, формирование Абхазии в ее сегодняшних границах происходит со второй половины XIX века, и, между прочим, это продолжается до начала XX века включительно. Вот такому видоизменению подверглось название Абхазия с территориальной точки зрения и с точки зрения его значения, его содержания. ჩრდილო-კავკასიელი მთიელების ინფილტრაცია ხდებოდა აფხაზეთში და შემდეგ, როდესაც ლევან მეორე დადიანი გარდაიცვალა, ამის შემდეგ უკვე აფხაზებმა მიიტაცეს ოდიშის სამთავროს ჩრდილო-დასავლეთი ნაწილი, ჯერ მდინარე კოდორამდე, შემდეგ მდინარე ენგურამდე. ხოლო მე-19 საუკუნეში რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობისა და საქართველოს მიერთების შემდეგ კონკრეტული თარიღით შეგვიძლია ვთქვათ, როდესაც დღევანდელი გალის რაიონის ტერიტორია რომ არის ენგურიდან ღალიცგამდე ტერიტორია, უშუალოდ აფხაზეთის შემადგენლობაში შეიყვანა რუსეთის ხელისუფლებამ 1866 წლიდან. ესე იგი, აფხაზეთის დღევანდელ საზღვრებში ჩამოყალიბება მიმდინარეობს მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან და სხვათა შორის ეს გრძელდება მე-20 საუკუნის დასაწყისის ჩათვლით. აი ასეთი სახეცვლილება განიცადა სახელწოდებამ აფხაზეთი ტერიტორიული თვალსაზრისით და შინაარსობრივი თვალსაზრისით.